Расследование депортации крымско-татарского народа. Второй вопрос. Признание депортации крымско-татарского народа геноцидом. Третий. Эффективное противодействие дискриминации крымских татар. И четвертый. Реализация коллективных прав крымско-татарского народа. Ответы на эти острые вопросы мы попытаемся получить сегодня на 13-й сессии Крымского дискуссионного клуба на тему признания геноцида и противодействия дискриминации крымско-татарского народа. Я хочу представить участников дискуссии. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, Гульнара Бекирова, историк, кандидат политических наук, Оливер Лода, член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов, а также эксперт Эстонского института прав человека. Один из координаторов международного движения за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. Александр Поздняк, адвокат, Борис Бабин, доктор юридических наук, профессор. К нам еще должен присоединиться Трофим Луговой, прокурор криминального производства прокуратуры Автономной Республики Крым. Модерировать сегодняшнюю дискуссию буду я, Искендер Бариев, председатель правления Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. И перед тем, как представить слово экспертам, с приветственным словом выступит представитель нашего давнего партнера, представительства фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине и Беларуси, менеджерка проектов Ирина Старовицкая. Пожалуйста, пані Ірина. Добрий день всім. Маю честь сьогодні розпочинати цю сесію Кримського дискусійного клубу. Мене звати Ірина Старовицька, я менеджерка проєкту фонду Фрідріха Наумана за свободу. Коротко скажу декілька слів про наш фонд. Фонд Фрідріха Наумана за свободу – це німецький політичний ліберальний фонд, який працює в Україні в сфері громадянської освіти, політичної освіти, освіти для дорослих. В Україні ми проводимо конференції, семінари, круглі столи, аналітику, підтримуємо проекти, які спрямовані на підвищення рівня громадянської свідомості, які спрямовані на те, щоб підвищити рівень залученості громадян в суспільно-політичні процеси, які відбуваються в нашій державі. Однією із важливих тем, на яких ми працюємо, це права людини. І саме в цій сфері ми співпрацюємо з Кримсько-татарським дискусійним клубом, з Кримсько-татарським ресурсним центром. Співпрацюємо ми вже близько 10 років, за цей час встигли провести низку заходів, в тому числі освітніх заходів для кримських татар, з метою підтримати кримсько-татарський народ і також підвищити рівень освіченості, рівень обізнаності кримських татар щодо своїх прав, щодо їхнього захисту, інструментів захисту своїх прав. Сьогоднішній захід дасть можливість учасникам поставити питання, які стосуються депортації кримських татар, які стосуються розслідування цього злочину, які стосуються визнання депортації кримських татар геноцидом. Поставити питання, тому що сьогодні ми підібрали експертів з різних сфер, і ви можете з'ясувати для себе питання, які стосуються різних аспектів – історичних, політичних, міжнародних, правових. Тому, шановні учасники, хто бере участь в вебінарі, ви можете ставити свої питання. Хто слухає трансляцію в Facebook, також ставте свої питання, тому що ви маєте унікальну нагоду отримати відповіді на всі питання. Я зараз передаю слово модератору Искендеру Бариеву. Дякую за увагу, бажаю всім нам цікавого і змістовного заходу. Дякую, пані Ирина. В соответствии с положением Меджлиса крымско-татарского народа, основной целью представительного органа является преодоление последствий депортации. Поэтому я хочу предоставить слово председателю Меджлиса крымско-татарского народа Рифатага Чубарову. Доброго дня всім. Хочу вас привітати і розпочати з подяки і Кримсько-татарському ресурсному центрові і представництву фонду Фрідриха Наумана
в Україні за дуже важливі заходи, які вами спільно проводяться, і, зокрема, цю дискусію в межах третьої сесії Кримського дискусійного клубу. Це не дискусія, я думаю, що це більше нами таке спільне розуміння подальших кроків, які ми маємо здійснювати, визнаваючи депортацію 1944 року геноцидом, і як протидіяти дискримінації кримськотатарського народу. Я хочу сказати, що коли ми говоримо про визнання геноцидом злочинної депортації 1944 року, ми завжди наше завдання включали, і це для нас було як невід'ємність десятиліття насильницького утримання кримськотатарського народу в місцях вигнання. І якщо зараз би хтось повернувся би до документів, починаючи від доповіді, а потім і рішення Курултаю, 4-ї сесії Курултаю кримськотатарського народу, яка проходила 9-11 грудня 2005 року, і саме там було прийнято рішення про визнання депортації 18 травня 1944 року і десятиліть насильницького утримання кримських татар у місцях вигнання актом геноциду кримськотатарського народу. Це є дуже важливо, оскільки тут ми не можемо лише обмежитися актами насилля, якими вони не були би жахливими за своєю суттю, які відбувалися 18-21 травня 1944 року на території Криму, а потім вже, власне, тижні переміщення насильницьке цих людей, цілого народу у ті місця, яких їх потім і закріпили як спецпоселенців. Я оце перше хотів би сказати. Друге, для нас визнання геноцидом злочинів, здійснених з депортацією, десятиліть насильницького утримання, саме визнання для нас ніколи не було самоціллю. Нами це завжди розглядалося як вкрай актуальна потреба, як визнання геноцидом Голокосту, Голодомору, Сюргун. Це так кримськотатарською називається депортація. В нашому розумінні мала бути визнана геноцидом задля того, щоб задіяти цим визнанням запобіжник такий, який би сприяв чи сприяв би уникненню або виключав би повторення таких або подібних катастроф над нашими народами, над якими такі злочини були здійснені, або над іншими народами і на інших територіях. Отже, визнання геноцидом депортації і десятиліть насильницького утримання – це є потреба не лише кримських татар, це є потреба без всякого пафосу людства, якщо ми хочемо говорити про те, що подібні жахливі злочини ніде і ніколи не мають повторюватися. Ну, і питання визнання геноцидом та покарання за нього набуває особливої актуальності у зв'язку з російською агресією, яка продовжується, і тимчасовою окупацією Криму, яка, як ми говоримо, триває, але вже пройшло вже 6 років, як ця окупація тимчасово триває. І тут дуже важливо
питання визнання, важливим є питання визнання геноцидом депортації 1944 року, оскільки в тимчасово окупованому Криму саме кримськотатарський народ є об'єктом цілеспрямованих репресій, переслідування, гонінь. І ми знаємо кінцеву мету чи завдання, яке ставиться перед собою російськими окупантами. Це витіснити тотально, вичистити Крим від кримських татар, його корінного народу Криму. І єдине, що вони не можуть поки що повторити саме в таких формах, як це вони здійснили в 1944 році. Я кажу вони, бо я тут не помилився, бо знову ці рішення і тоді приймалися в Москві, і сьогодні приймаються в Москві. Тому це є вони. Я тут хочу сказати, що це дуже чітко відчули ініціатори реєстрації постанови Верховної Ради України, яка потім була схвалена 12 листопаду 2015 року. Це про визнання геноциду кримськотатарського народу. І ви знаєте, що цією постановою Верховна Рада визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. І в руслі того, що я зараз говорив перед тим, дуже важливою є друга частина цієї постанови. Я тут її зачитаю і цим, я думаю, завершу свій виступ. Верховна Рада в цій постанові заявила, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за етнічною ознакою, організація етнічно і політично мотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу. З моєї точки зору, це є та така, знаєте, ну, якщо хочете, можливо, не зовсім правова, але політична правова база, імпульс, який нам наданий, і як ми маємо розглядати ті події і наслідки, що відбуваються в сьогоднішньому Криму за умови російської окупації. От чому є дуже актуальним і той захід, який зараз проводиться кримськотатарським ресурсним центром і фондом Фрідріха Наймана. Я оцім хотів би вам, подякуючи цим, хотів би завершити свій виступ і дуже буду слідкувати за вже конкретними пропозиціями, які будуть надані фахівцями, правниками, глибоко обізнаними в цій сфері. І моя вдячність, вона в вашій роботі не тільки від себе особисто, а від імені Меджлісу кримськотатарського народу. Дякую за увагу. Дякую, Рифат ага. Салам, Рифат ага. Я напомню о том, что те, кто присоединились и смотрят нас в прямом эфире, сейчас у нас, согласно программе выступлений экспертов, потом вы можете задавать вопросы, и, соответственно, будет обсуждение и ответы на вопросы и итоговые рекомендации. Но, конечно, когда мы говорим о расследовании депортации как акта геноцида, мы не можем говорить об исторических процессах, об исторической экспертизе, о сборе данных материалов необходимых, которые могут быть, соответственно, рассмотрены в рамках следствия. Поэтому сейчас я хочу предоставить слово историку, кандидату политических наук, человеку, который на самом деле ведет огромную, на протяжении многих лет, огромную работу по сбору информации. Пожалуйста, Гульнара Хану. Салям алейкум, доброго дня, шановні друзі. Хотела спросить, хорошо ли меня слышно,
потому что Да, у меня воздушно хорошо. еще ремонт идет, кстати сказать, да. Ну, поэтому я, в общем-то, постараюсь коротко сосредоточиться именно на историческом аспекте, потому что, в общем-то, я считаю, что мы, историки, уже, в общем, предоставили некоторую базу для того, чтобы было принято, собственно, юридическое решение. Ну, как известно, политическое решение было принято в 2015 году Верховной Радой Украины, и депортация крымско-татарского народа в ноябре 2015 года была признана геноцидом, что чрезвычайно, на мой взгляд, и как крымской татарки, и как гражданина кажется важным. Но все-таки теперь несколько слов о нашей работе. В 2005 году, как уже говорил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, была создана специальная комиссия Курултая по изучению геноцида крымско-татарского народа. Возглавил ее наш признанный лидер Мустафа Ага Джемилев, и я и Эльвидин Чубаров имеем честь вот на протяжении этих лет быть заместителями председателя. Я и как историк, который, ну, по скромным подсчетам, 22-23 года занимается историей депортации, и вот как человек, который имеет отношение к деятельности специальной комиссии, целенаправленно изучал документы, могу сказать, что, на мой взгляд, у историков уже нет и не может быть дискуссий на эту тему, потому что достаточно большой массив и устных источников, то есть документов очевидцев тех событий, и даже официальные источники, которые, к счастью, на наше счастье рассекречены, свидетельствуют о том, что в отношении крымско-татарского народа был совершен акт геноцида. Например, даже публицисты 1950 года на Западе писали о том, в частности, есть известная работа Георгия Александрова, который в социалистическом вестнике, в эмигрантском журнале, писал о том, что в отношении крымско-татарского народа был совершен геноцид. Статья называлась «Истребление крымских татар». Статья опубликована, я ее публиковала. То есть уже сразу же после того, как была принята конвенция о геноциде, честным, порядочным людям было понятно, что происходит в отношении крымских татар. И это при том, что советское государство умалчивало вообще тот факт, что крымские татары находятся в местах изгнания. И, в общем, на основании большого массива документации мы, историки, и я это говорю и от себя, и от многих моих коллег, можем сказать, что по меньшей мере статья, которая звучит, ну вот так, предумышленное создание условий для создания для какой-либо группы жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное фактическое уничтожение ее, это статья конвенции, да, по крайней мере, вот здесь свидетельств масса. Но я хочу сказать, что действительно это очень важно, потому что речь ведь идет, Искандер Бей говорил об этом, о длящемся геноциде. То есть это то, что продолжалось годами, и потом была еще и повторная депортация в 60-х, когда крымские татары не могли вернуться на историческую родину. И, собственно говоря, то, что мы так долго на протяжении 15 лет, да, это вот комиссия, на протяжении последних 5 лет пытаемся, ну, на мой взгляд, вообще доказывать аксиому, потому что для всех крымских татар понятно, что вот в моей семье там 3 мамины сестры умерли. Эти девочки должны были жить, они были здоровы. Каждый крымский татарин может рассказать об этом. Масса и акция УНУПМА, акция Хатыра телеканала АТР, акция Нефес, вот, которая буквально сейчас общественными активистами учреждена. Масса, в том числе и официальных документов, говорит о том, что в отношении крымско-татарского народа был совершен акт геноцида. Я думаю, что дело чести и прокуратура Автономной Республики Крым, которая, ну вот как-то, на мой взгляд, приостановила вот эту работу, потому что еще год назад мы вели очень активную деятельность. Я предоставила
все материалы, какие у меня есть, мне кажется, это не так уж мало, прокуратуре. Но вот последний год как-то работа приостановилась, и мне кажется, дело чести прокуратуры АРК все-таки довести это дело до логического завершения. Если будут еще какие-то вопросы, просто этих документов, материалов очень много, и если я начну сейчас увлекаться, то, мне кажется, просто в этом, мы просто будем долго и интересно здесь общаться, но эфир не закончится. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Гульнара Ханум. На самом деле, конечно, к нам должен присоединиться Трофим Луговой, прокурор криминального производства прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы не знаем, по каким, может быть, техническим проблемам, что-то пока нет с ним связи, но, во всяком случае, среди участников есть представители прокуратуры, и они фиксируют то, о чем мы говорим, и те вопросы, которые они могут нам задать, мы однозначно их озвучим и скажем. Что касается ситуации, насколько я владею ситуацией на сегодняшний день, в соответствии, скажем, с изменением украинского законодательства, планировали передать это дело дальше для расследования в СБУ. Насколько мне известно, далее в этим делом все-таки снова занимаются представители прокурор криминального производства прокуратуры Автономной Республики Крым, Трофим Луговой возглавляет эту группу, и он изначально занимался этим вопросом. Что касается в целом этого процесса, то, конечно, я могу сказать о том, что за последние, можно сказать, с 2015 года по 2020 год сделано немало. То есть постановление Верховной Рады Украины, которая дала потом возможность, чтобы признали депортацию и парламенты других стран, Литвы и Латвии. И мы получили в прошлом году такой результат. Это очень важно и дает возможность нам дальше работать с другими парламентами. И, соответственно, это очень важно, чтобы международное сообщество и представительные органы стран, особенно западных стран, все-таки поддерживали и признавали депортацию геноцидом. С другой стороны, все-таки начато расследование, оно идет сложно, но при всем том, в судах уже дали показания порядка 200 человек, из них 150 стариков, которые приехали из Крыма. Конечно, для истории, может быть, 5 лет это немного, но для тех людей, которые с каждым днем, те, которые были свидетелями и непосредственно пострадали, жертвами депортации, они уходят. И, насколько мне известно, из тех людей, которые давали показания следующему судье, уже человек 10 просто нет в живых. И, конечно же, они ждут окончательного решения, они ждут судебного решения. Я надеюсь, что мы как раз-таки и сегодняшняя наша дискуссия, она должна подтолкнуть, она должна способствовать дальнейшему развитию. И я думаю, в процессе беседы мы будем возвращаться, что за этот период было сделано. И когда мы говорим, опять же, о признании, как на международном уровне, когда мы говорим о том, какие мы должны предпринимать механизмы и в контексте права коренных народов, и в контексте международного гуманитарного права. И сейчас я хочу представить слово нашему другу, эксперту Эстонского института прав человека, члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов и координатору международного движения «Либерат Кримия» Оливеру Лода. Пожалуйста, Оливер. Спасибо, Эскандер. Добрый день всем панелистам и тем, кто смотрит эту дискуссию. Я хотел сегодня поговорить не настолько как представитель, не настолько как правозащитник, а скорее как активист гражданского общества, в том числе в сфере, скажем, деоккупации, освобождения Крыма. И скорее, может быть, не так уж сегодня сосредоточиться на вопрос геноцида, хотя, конечно, это часть также международного гражданского движения Liberate Crimea и не только. Но я хотел поговорить о вопросе, это одна из тем сегодняшней дискуссии, это эффективное противодействие дискриминации крымских татар и также реализация коллективных прав крымско-татарского народа. Если задать такой вопрос именно сегодня о том, какое вообще может быть эффективное противодействие дискриминации крымских татар, это очевидно, что это та деятельность, те процессы, которые ускоряют
деоккупацию Крыма, потому что в условиях нынешней оккупации эта дискриминация будет продолжаться так же долго, как эта оккупация. Даже если в каком-то таком сказочном мире Россия закончит нарушение индивидуальных прав крымских татар в Крыму, то нарушение коллективных прав, в частности, и особенно право на самоопределение будет всегда нарушено в течение этой оккупации. И тогда вопрос все-таки в том, какие должны быть эти стратегии деоккупации, в том числе стратегии сопротивления оккупации. И мои некоторые такие мысли, комментарии, это с точки зрения международного активиста гражданского общества, в том числе в связи с Liberate Crimea. И один из таких, скажем, тем, о чем я постоянно думаю, это то, в чем должна быть роль именно международного гражданского общества в поддержке деоккупации Крыма, что мы можем делать, что мы должны делать, какие возможности мы не должны терять. И если вот здесь шла речь о истории, если мы смотрим на и вообще историю мира и например, таких важных процессов, как борьба против апартейда Южной Африки, а позже также общенародное, скажем, движение для независимости балтийских стран, в том числе Эстонии, моей родины, то мы видим, что это роль гражданского общества и в самой этой стране, а также международного плана имеет ключевое значение. Например, возьмем пример борьбы против апартейда. Причина, почему в конечном итоге такие государства, как США и Великобритания, поставили санкции против режима апартейда Южной Африки, это не было их какой-то там ценностях или совести. Это именно результат очень мощного давления со стороны гражданского общества, в том числе международного гражданского общества. И это что-то похожее также произошло в балтийских странах, где без такой общенародной движения в Литве, Латвии, Эстонии просто как политический процесс, я думаю, это не удалось бы восстановить нашу независимость, и возможно, что без этого и до сих пор Советский Союз продолжался. И в этом плане я бы хотел, мне кажется, что сегодня самое слабое звено вот в этой пути деоккупации Крыма, и если смотреть именно с позиции гражданского общества, это не настолько недостаточная поддержка международного сообщества. Это даже не настолько позиции там, государств западного мира, Украины, но это ситуация в обществе Украины самой. То есть ситуация в гражданском обществе Украины. И для этого мне было очень интересно почитать результаты одного опроса, которые недавно были проведены в Украине. Это опрос школы политической аналитики Киево-Могилянской академии, где это был опрос о вопросах в связи с Крымом и проведен среди жителей Украины. И здесь мне 3 цифры казались очень интересными. Первое, что 87% респондентов считают, что Крым — это Украина. Хорошо, это звучит логично и хорошо. Но почти половина, то есть 46% украинцев поддерживают, что полностью или частично опустить автобусы и поезда в Крым, то есть обновить
транспортные связи, и только 15% считают, что статус будущего освобожденного Крыма — это крымская татарская автономия, национальная автономия. То есть каждый седьмой украинец считает так. Что это показывает мне? Что несмотря на то, что украинское общество теоретически поддерживает идею, что Крым — это Украина, то недостаточно понятия о том, такой, скажем, политэкономии оккупации, недостаточно также понятия о важности крымско-татарского фактора для возвращения Крыма Украине. И особенно, может быть, если сосредоточиться на крымско-татарский фактор, то сегодня мы говорим о годовщине депортации, но очевидно, большая часть украинского общества не понимает важность исторического опыта крымских татар, в том числе и особенно депортации, и также не понимает важность крымско-татарского фактора в начальном сопротивлении оккупации в феврале 2014 года, и также не понимает важность крымско-татарского фактора в будущем в процессе деоккупации. И что этот пробел показывает? Не было ли достаточно дискуссий об этом в течение этих 6 лет? Нет ли достаточно понятия внутри украинского государства или, может быть, среди крымского татарского сообщества о том, что это национальная автономия значит. И это я вижу как проблема также для, скажем, со стороны международного гражданского общества, потому что мне трудно представлять, как, например, или почему остальной мир, скажем, там, государства, как Эстония, Германия, США, должны переживать больше за будущее Крым, чем сами украинцы. И по-моему, логично было бы, если украинское общество мотивирует гражданское общество остального мира в этом вопросе, а не наоборот. Так что мне кажется, что даже перед тем, как говорить о стратегии деоккупации, нужно думать о стратегии, как сделать эту деоккупацию, такую общенародную миссию, общенародное дело в украинском обществе, как создать более широкую поддержку и, может быть, и волю, и веру в это дело. И как это делать? Это, наверное, тема для другой дискуссии, но я хотел отметить один такой интересный момент, который скажем, последний год услышал. Это была инициатива «Марш на Крым», где я видел уже потенциал чего-то такого, что может в теории мобилизовать украинское общество вот в эту тему. Я понимаю, что нынешний коронакризис это не позволяет осуществить так, как изначально планировано, но я бы хотел очень поддержать и то, чтобы это мероприятие, которое как-то мобилизует украинское общество, было бы проведено когда-то, но может быть в таком формате, что это реально имело такой более массовый эффект для повышения сознания украинского общества по этому вопросу. И также, конечно, что это коронакризис показывает для гражданских активистов, это то, что, наверное, еще больше нужно думать о роли такого дигитального или интернет-активизма в ситуации, где такие традиционные протесты, митинги, возможно, не так уж просто провести. И также в конечном итоге я бы хотел сказать, что надеюсь, что такой опрос, как был проведен Киевским Могилянским университетом, был бы продолжен. Также для гражданских активистов нужны такие индикаторы, чтобы понимать, какой эффект на самом деле эти разные инициативы имеют. И нужно, очень важно мониторить именно
публично, скажем, отношения и именно общество целиком по этому вопросу. Спасибо. Спасибо большое, Оливер. На самом деле, конечно, вот если мы проследим или проанализируем национальное движение крымско-татарского народа, то, конечно же, мы увидим, что действительно такие вот посылы, как преодоление депортации, возвращение на родину и так далее, действительно смогло мобилизовать крымско-татарский народ, вести эффективную, ненасильственную борьбу. Почему я говорю эффективную? Потому что мы на самом деле, несмотря на то, что почти потратили полвека на эту борьбу, но крымские татары в большинстве своем смогли вернуться на родину, смогли начать возрождать свою культуру, традиции, обычаи, возрождать свои национальные институты. И на самом деле этот процесс шел. И понятно, что в дальнейшем мы должны учитывать эти факторы, учитывать опыт крымско-татарского национального движения. И это очень важно. Кстати говоря, о международных процессах, экспертный механизм по правам коренных народов, это консультативный орган при Совете по правам человека ООН. В этом году начали собирать информацию и будут готовить доклад перед Советом по правам человека на тему репатриации останков коренных народов с мест депортации. И как раз-таки крымско-татарский народ очень подходит к этому. Мы сейчас даже не говорим, насколько мы могли бы вернуть останки на родину, но для нас очень важен материал, те данные, сколько человек захоронено на территории депортации, сколько, в каком возрасте, в какие годы массово умирали и так далее. И поэтому мы и инициировали, мы подготовили определенный доклад, но при всем том мы инициировали и продолжаем кампанию «Незабытые захоронения». То есть сбор информации нам активно присылают, и в ближайшее время мы будем озвучивать. Кроме того, активисты наши, в том числе, собрали информацию в республике Мариэл. И на самом деле там очень интересный материал, с которой мы уже передали прокуратуре, наши адвокаты передали прокуратуре. И, соответственно, мы надеемся, что весь этот материал даст возможность, и этот процесс все-таки, судебный процесс, все-таки он должен состояться, потому что это юридическое признание. Но я думаю, что об этом более подробно могут сказать юристы-профессионалы, в частности, адвокат Поздняк. И я хочу предоставить слово пану Александру. Пожалуйста. Ну, на сегодняшний момент нам уже факт это является известным, о том, что длительное время, уже несколько лет расследуется уголовное дело по факту депортации крымско-татарского народа 1944 года. Пока, к сожалению, представителя прокуратуры нет, он бы больше подробнее сказал. Я не буду останавливаться на характеристике этого дела. Скажу о том, что публично было озвучено об объявлении подозрения первым лицам государства, в частности, на тот момент, в том числе Джугашвили. И, скажем, это явилось толчком к выполнению целого ряда процессуальных действий, когда собираются доказательства и закрепляются в установленном процессуальным способом формах. В том числе и проводятся вот эти очень важные допросы лиц следственными судьями. Это одни из прямых доказательств. И на сегодняшний момент не требуется по следствию опросить тысячи свидетелей. Уже собранных свидетельств достаточно для того, чтобы эти факты имели место и были подтверждены в судебном заседании. Предоставлена специфика определенная по регионам Крыма, и живые свидетели этих событий, которые в тот момент находились уже в возрасте, которым они достаточно реально и объективно воспринимали показания, уже на сегодняшний момент зафиксированы. Собрано очень много документальных доказательств из архивов, которые позволяют определить и произвести определенные статистические выводы сделать, социологические выводы, на основании которых могут быть выстроены заключения экспертов. И, соответственно, эти все материалы уже переданы для проведения очень значительной исторической, экономической, социально-демографической экспертизы. Выводы ее на сегодняшний момент, пока мы не можем озвучивать, в каком виде данная экспертиза как доказательство исследуется органами расследования. Здесь вопрос также понятен.
Очень много, конечно, собрано сопутствующих материалов и средств массовой информации, предоставленных историками, в том числе и Гульнарой Бекировой. Это уникальные материалы, были исторические материалы, архивные материалы, которые она добыла и предоставила следствию. Минус пока на сегодняшний момент заключается в том, что, к сожалению, темп расследования, безусловно, утерян. И за последний год, в том числе расследования, хотелось бы видеть уже, естественно, из года в год мы в мае месяце говорим о необходимости завершать досудебное расследование, но, тем не менее, пока очередной май наступает, очередная годовщина, и мы на сегодняшний момент не владеем достаточно ясной картиной о том, когда же будет завершено досудебное расследование. Объективное, конечно, этому фактору есть первое. Естественно, не такая большая группа следователей работает, как, например, если сравнить, какая работала группа следователей при расследовании дела по Голодомору. Потому что здесь очень большое количество процессуальных документов, естественно, они требуют определенного временного затрата. На сегодняшний момент дело уже давно близится, уже практически свыше, наверное, приближается к 100 томам. Не очень удачный был шаг по определению передачи расследования другому органу, потому что изучить все эти объемы и с такой спецификой, как геноцид, это, конечно, также было не очень стратегически верно. На сегодняшний момент эта ошибка, будем считать, исправлена, и процессуальное руководство, тем не менее, осуществляется тем же компетентным следователем, прокурором, которым и раньше его вел и знаком был с этими всеми материалами. Самая главная проблема, которая существует пока что, это мы на сегодняшний момент так и до конца не можем предсказать, в какой форме будет окончено досудебное расследование. В частности, потому что если мы будем уже сравнивать с другими процессуальными решениями, которые имеют место исторически по тому же Голодомору, сегодня процессуальное законодательство с 2012 года изменено, и формой окончания досудебного расследования является либо в данном случае обвинительный акт, либо, соответственно, закрытие криминального производства в отношении конкретно определенных лиц, которым предъявлено подозрение. В частности, в данном случае берем, например, того же Джугашвили Сталина. И такая форма окончания досудебного расследования, она бы, может быть, бюрократически удовлетворила орган расследования, но она не удовлетворяет, естественно, гражданское общество, она не удовлетворяет правозащитников, она не удовлетворяет юристов, которые работают и применяют международное право, потому что если мы будем буквально определять, потому что в основу расследования положена конвенция по геноциду, то необходимо выполнение ряда условий, а это именно обвинение лиц в геноциде. В данном случае у нас обвинением уже является сформированным, это обвинительный акт. И второе, определение их виновными компетентным судом. Соответственно, не органом расследования. Орган расследования не может сам и расследовать, и признать лицо виновным. Только суд. Вот только такой процессуальный документ в виде судебного решения, которым будет рассмотрено обвинение, установлена виновность лица, оно будет отвечать, во-первых, из Конституции Украины, будет выполнена статья 62 о том, что никто, кроме суда, не может установить виновность лица. И только такой документ будет восприниматься на международном уровне, как процессуальный документ. Это он будет иметь наиболее весомое значение для того, чтобы продолжалась в дальнейшем политическая международная работа, направленная на, так сказать, создание тех правовых последствий, которого мы добиваемся завершением данного расследования. Пока вот такая вот пока что ситуация. На сегодняшний момент четкой, конкретной ясности мы так и не имеем. В этом у нас пока что проблема. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я хочу обратить внимание, что среди участников у нас есть и активисты стратегии 18 из Санкт-Петербурга и Москвы.
Также вот я вижу человека, я просто не могу не назвать, Юрий Белуха, который много лет посвятил вопросам репатриации крымских татар именно в 90-е, 2000-е годы. И ряд людей, которые активно занимаются или интересуются вопросами восстановления и политических прав, и культурных прав крымско-татарского народа. Нам поступают вопросы, я о них буду зачитывать позже, их зачитаю, я о них скажу, и мы, конечно, подискутируем. И я сейчас хочу предоставить слово доктору юридических наук, профессору Бабину Борису. Пан Борис, будь ласка. Доброго дня. Действительно, к сожалению, сегодня мы вынуждены говорить и о национальных, и о международных правовых вопросах, связанных с квалификацией, а также, соответственно, расследованием геноцида крымско-татарского народа и наказания виновных лиц. Если возвращаться к национальной проблеме, действительно, заявлений парламента мало. В свое время эта проблема поднималась по поводу Голодомора. Тогда действительно был другой УПК, была другая немножко власть, и в той ситуации все-таки могу согласиться с тем, что было проведено в целом надлежащее расследование. Если же мы возьмем ситуацию с депортацией крымско-татарского народа, очевидные вещи, такие как, к сожалению, использование этого дела ради самопиара отдельных правоохранителей, к сожалению, фактически мы не можем отрицать того, что спецслужбы Российской Федерации проявляли максимальный контроль к максимальной минимизации этого производства, к его развалу. Да? В современных условиях с 2019 года я действительно не могу не согласиться с предыдущими выступающими. Если до 2019 года действительно была какая-то имитация расследования, да, возможно, в политических целях, то с 2019 года мы абсолютно другие приоритеты деятельности и Офиса Генерального прокурора, и, соответственно, органов расследования. И вообще мы сегодня, как уже многие аналитики говорят, возвращаемся в какой-то такой постсоветский правовой дискурс, и сегодня, если мы говорим о том, что, например, да, какой-то почетная представительница династии НКВД, МВД становится генеральным прокурором, ждать от нее эффективных расследований преступлений советского режима достаточно наивно. Да? То есть поэтому, не останавливаясь детально на национальном расследовании, предлагаю взять презумпцию того, что, к сожалению, мы не увидим в этом расследовании надлежащего судебного решения, несмотря на то, что действительно упоминали предыдущие ораторы, есть и необходимый материал, есть необходимая доказательственная база, есть на сегодня еще те люди, которые могут выступать соучастниками, они живы, все это прекрасно понимают, учитывая ситуацию длящейся депортации, события, которые закончились буквально в 70-х, 80-х годах 20 века, отсутствует лишь одно – политическая воля и желание. Поэтому исходим из этой ситуации. Что же можно в правовом поле предложить как механизмы справедливой защиты прав жертв геноцида? В первую очередь из международных механизмов, естественно, доступны наипростейшие. Это Европейский суд по правам человека, там достаточно широка прецедентная практика по преступлениям против человечности, в частности, и совершенным на территории бывшего СССР. Здесь мы можем предсказать неплохую перспективу для исков жертв депортации как против Российской Федерации, так и против Украины, поскольку обе страны неэффективно расследуют, либо вообще в случае Российской Федерации не расследуют ситуацию геноцида, не установили надлежащий круг виновных в ней лиц. И вот это само производство, которое идет безрезультативно, это еще, помимо всего прочего, дополнительное ограничение прав, лишение прав жертв геноцида крымско-татарского народа на справедливый суд. То есть мы здесь явно имеем статью 2, статью 6 Конвенции, а скорее всего, учитывая эту поляризацию дела, эти подозрения в прямом эфире Сталину, и статью 17-18 Конвенции о правах человека, безусловно, нарушенную соответствующими должностными лицами Украины. Если же говорить о других механизмах международного характера, то здесь уместно упомянуть, конечно же, о споре в сфере расовой дискриминации, который ведется сегодня в суде Гааги. К сожалению, американские юристы, которые представляют Украину, описывая события в Крыму, описывая предысторию этих событий, что уже очевидно из материалов дела, недоступно на сайте Международного суда ООН, очень лапидарно подошли к вопросу предыстории дискриминации крымских татар 2014 года. Буквально в тексте об этом есть несколько предложений.
ничто не мешало, в принципе не мешает и сегодня, развить эту позицию, поскольку мы здесь имеем действительно расовую дискриминацию, одной из форм которых является последствия геноцида крымско-татарского народа. Напомню, что сама конвенция о геноциде 1949 года в статье 3 содержит такие формы геноцида, как соучастие и подстрекательство. На сегодня, учитывая, фактически, скажем, уклонение Украины от надлежащего расследования геноцида и нерасследование Российской Федерации геноцида, обе страны совершают международное преступление, предусмотренное позицией соучастия в геноциде, поскольку мы фактически препятствуем наказанию лиц, совершивших соответствующее преступление. В случае Российской Федерации, учитывая кампанию обеления Сталина, обеления ситуации 44 и последующих годов в Крыму, помимо ситуации соучастия, мы еще имеем ситуацию подстрекательства к геноциду, поскольку на сегодня власть Российской Федерации в Крыму, всячески оправдывая действия Советского Союза, Российской Федерации по отношению к крымско-татарскому народу, также готовят, очевидно, почву к дальнейшему ущемлению его прав, и здесь мы видим, что их вина существует и также в подстрекательстве. Стоит упомянуть особо, что эта конвенция, как ни парадоксально, подлежит отдельному применению в Международном суде ООН, то есть фактически ничто не мешает Украине начать там соответствующий процесс, подчеркну, помимо, естественно, отсутствия политической воли на это, поскольку в 1989 году и Украинская ССР, и СССР сняли соответствующие оговорки, и теперь любая страна мира может, в принципе, поставить в Международном суде ООН вопрос о соблюдении и Украины, и Российской Федерации норм Конвенции о геноциде как применительно к геноциду крымских татар, так и, в принципе, к любому другому этносу, который находится на территории Российской Федерации. Об этом мало кто знает, но такая возможность существует. Такие процессы в Международном суде ООН по Конвенции о геноциде пытались организовать балканские страны друг против друга. Тогда у них не хватило терпения и настойчивости, но я думаю, что здесь все возможно. Также хотелось бы остановиться на факте признания. Действительно, решения парламентов третьих стран о признании депортации геноцидом, они важны. И это политико-правовой шаг, который усиливает и позицию гражданского общества, санкционную политику по отношению к виновным государствам. Но что мы видим на сегодня? Я думаю, что чиновники украинского МИДа, они, в принципе, немножко разбираются в международном праве и понимают ту двусмысленную ситуацию нынешней Украины по отношению к расследованию геноцида крымско-татарского народа, поэтому они абсолютно не активны в данном вопросе, поскольку первое же незаинтересованное лицо третьей страны может спросить их самих о том, как себя чувствует нынешняя украинская власть и не хочет ли она исполнять конвенцию о геноциде сама в отношении крымско-татарского народа. Поэтому очевидно, что та позиция МИДа, который сегодня самоустранился фактически от лоббирования данных признаний, она объяснима. Объяснимо то, что они не помогают. К сожалению, отдельные вещи даже и мешают. Вот недавно был скандал, как известно, о том, что в сеть попали письма представителей МИДа Украины, которые связаны с трагическими событиями в жизни армянского народа. Я не хочу оценивать ту ситуацию с точки зрения юриста, но подчеркну, что когда официальные чиновники украинского государства официально отрицают факт геноцида какого-то народа, я не говорю о том, что этот геноцид был или не был. То есть можно было бы ограничиться молчанием в этом вопросе, если он политически неуместен. Но когда мы имеем в виду официальную позицию отказа в признании, согласитесь, что это, мягко говоря, не очень позитивно влияет на третьи незаинтересованные страны, в которых мы пытаемся объяснить достаточно справедливые требования по вопросу о признании геноцида крымско-татарского народа. То есть мы здесь видим, к сожалению, что государство не помогает и не будет помогать. Но действительно, учитывая пример Латвии и Литвы, я уверен, что деятельность Крымско-татарского ресурсного центра, иных общественных правозащитных структур при поддержке наших зарубежных коллег, она не окончится пустым звуком, что будут еще приняты и политико-правовые решения. Естественно, и никуда от этого следователям прокуратуры пока не спрятаться, будут решения Европейского суда по правам человека, это уже гарантировано. Также хотелось бы действительно подчеркнуть важность ситуации с экспертным механизмом по правам человека ООН, поскольку там действительно уже в одном из экспертных заключений, а именно экспертном заключении о вопросах насильственного перемещения, которое было сделано в 2018 году, поднималась крымско-татарская проблематика. Да, там нет слова геноцид, к сожалению, но там есть проблема, и она отражена как надлежащая и признана надлежащей наивысшем уровне экспертном, который может только быть.
Сейчас, возможно, мы уже увидим подобное отражение, естественно, при активном противодействии Российской Федерации и в вопросе о захоронениях крымско-татарского народа в очередном докладе экспертного механизма. То есть эта площадка в условиях самоустранения государства Украины от данной проблематики, она может отрабатываться общественными организациями. То есть я хочу действительно абсолютно согласиться с господином Лодой, что если украинской власти не интересен Крым как таковой, да, единственным вариантом сегодня противодействия и репрессиям в Крыму, и депортации, и противодействию последствий депортации, и противодействию дискриминации крымско-татарского народа, единственным здесь игроком на поле остается гражданское общество, и никто не заставит нас замолчать, никто не заставит нас прекратить нашу деятельность. Спасибо. Спасибо, господин Бабин. Я думаю, что комментарии, вопросы сейчас мы будем озвучивать, и понятно, что с теми репликами или с теми направлениями, которые были озвучены, могут быть какие-то, может быть, замечания, могут быть какие-то дополнения. И я думаю, это как раз и дает больше интерес к нашей дискуссии. Я вот тут хочу зачитать несколько вопросов, которые нам поступают и по Facebook, и от участников непосредственно в платформе Zoom. Андрій Ігнатов пише, чи хочете ви залучати людей для підтримки серед неэтничных крымских татар? Як це можна зробити? Но прежде чем предоставить возможность выступить нашим спикерам, я хочу как модератор сказать о том, что постановление Верховной Рады было инициировано неэтничным крымским татарином, депутатом Верховной Рады паном Миколом Княжицким. Допустим, само расследование было инициировано в том числе и Союзом офицеров Украины, героем Украины Александром Амельченко. Сейчас вы видите среди спикеров и адвокатов, и международных юристов, которые не являются этническими крымскими татарами, и они подключились, они работают, они помогают. Это и Александр Поздняк, и Оливер Лода, и Борис Бабин, и ряд других еще людей, которых мы просто не смогли, вернее, в рамках нашей дискуссии мы не могли всех пригласить. Но мы к этому будем возвращаться, будем больше приглашать экспертов, которые помогают нам в этой работе. Но кто-то из экспертов, из участников готов ответить, еще добавить этот вопрос? Или перейдем к другому вопросу? Рифат Ага, включите микрофон, пожалуйста. Как звучал вопрос? Еще раз, пожалуйста, я его немножко как-то не дорасслышал. Вопрос звучав таким образом. Чи хочете ви залучати людей для підтримки серед неетнічних кримських татар? Як це можна зробити? Ну, як це можна зробити? Я думаю, обращаться к нам, в Меджліс кримськотатарського народу, Кримськотатарський ресурсний центр. Ну, дивіться, я тут хотів би додати, дійсно, вся наша боротьба за відновлення прав, я зараз маю на увазі, починаючи з початку 60-х років, це ніколи не було ізолюванням кримськотатарського національного руху. І не хочу сказати, що велика кількість людей інших національностей за часи авторитарного СРСР, вони були в лавах кримськотатарського національного руху, але ті, які були, це просто дуже відомі імена, і їх багато хто знає з історії, і ці люди дуже різного рівня і спрямованості, і різних етнічних національностей, починаючи від письменника Костеріна, і Ілля Габай. Ілля Габай – один із дисидентів єврейського руху, і Андрій Сахаров, і генерал Григоренко, і багато кого можна було назвати з наших сучасників, близьких до нових поколінь. Це В'ячеслав Чорновол і багато інших. Я тут, щоб просто не займати час. Коли ми йдемо щодо визнання депортації і десятиліть насильницького утримання в місцях визнання кримських татар геноцидом, зрозуміло, що наша взаємодія, вона дуже багатоаспектна. Я тут хотів би всім сказати, зауважити на одне. Питання усвідомлення суспільством того, що сталося з кримськими татарами і які цього наслідку, воно не може бути вирішене однією організацією чи 2-3 організаціями. Це перше. Друге,
І якщо десь там є якісь такі дуже позитивні, помітні кроки до усвідомлення, то це треба завжди ще згадувати всіх тих, хто доклав дуже багато зусиль, і цих людей вже може не бути серед нас. Це правда. Тепер щодо сьогодення, буквально сьогоднішнього дня. Іскандер там був, і він знає. Ми сьогодні мали зустріч з послами чотирьох країн. Це Латвія, Литва, Польща і Естонія. І ми обговорювали декілька таких дуже актуальних питань, але найголовним було все те, що пов'язано з 18 травня, усвідомленням того, що відбулося 76 років тому, і які ми маємо здійснювати сьогодні кроки на рівні, ми обговорювали щодо Меджлісу, але ми обговорювали щодо Меджлісу в контексті взаємодії з урядами, парламентами і суспільствами цих 4 країн, про які я зараз говорив. І мені здається, те, що сьогодні ми домовилися, і особливо ми чекаємо позитивних рішень від парламенту Польщі. Ми подякували, ще раз мали можливість подякувати послів Латвії і Литви. Ми дуже подякували головування Естонії в Раді безпеки ООН і разом сьогодні з цими послами обговорювали питання уникнення деяких провокацій, які буквально днями готуються з боку Російської Федерації на майданчику ООН. Отже, все те, що пов'язано, і тут Іскандер вже назвав і шановних тут присутніх на цій дискусії, і дуже багато інших людей. Гульнара Бекірова могла би назвати десятки і десятки науковців, і буквально днями також будуть вебінари. Ми запрошуємо всіх приєднуватися до цієї роботи, до роботи висвітлення історії кримсько-татарського народу в Україні. Буквально днями ми збираємо на рівні начальників управлінь, культур, місцевих адміністрацій для того, щоб поговорити про завдання держави в контексті розуміння того, що відбулося з кримськими татарами у 1944 році. Я закінчую, Іскандер. Робота дуже багатоаспектна. Меджліс кримсько-татарського народу, виконуючи рішення Курултаю кримсько-татарського народу 4-ї сесії, він максимально намагається координувати цю роботу і буде далі координувати. Дуже дякую. Дякую, Рифат Ага. У нас очень много вопросов, и я попрошу участников более коротко отвечать, потому что люди ждут ответов на свои вопросы. Здесь реплика есть. Зикирья Максудов, мы имеем право самоопределения, все это зависит от коренного народа Крыма. Это реплика. Здесь есть вопрос от участника. Чи плануется дерусификация прізвищ та імені по батькові татар Крымлы? Это задает участник Александр Желиба. Кто из экспертов готов ответить? Пожалуйста, Борис. Очень кратко. Дело в том, что так называемая дерусификация, возможно, в первую очередь касается населенных пунктов, и там она частично проведена. Было постановление, которое вступит в силу Верховной Рады с момента деоккупации Крыма. Что же касается дерусификации фамилий, то здесь мы имеем невозможность вторжения государства в личные права человека. Сегодня никто не мешает гражданину Украины любой национальности менять свою фамилию, как он захочет. То есть государство не может это вмешиваться по определению. Мы не Советский Союз, мы не проводим там делатинизации, дерусификации, деукраинизации, кстати, и так далее. То есть здесь, к сожалению, мы видим такое желание, чтобы кто-то решил за нас проблему. Господа, никто не мешает менять фамилии. Здесь есть историки, есть лингвисты, они могут дать консультацию. Я думаю, что здесь как раз уже больше вопрос этнолингвистических специалистов. Спасибо. Питання повернення до традиційних форм назв, імен і прізвищ, це питання для кримських татар є актуальним. Тут професор Бабін, він правий в тому, що з боку існуючої законодавчої бази тут немає таких препон, які не можна подолати. Більш того, закон дозволяє людям змінювати, в тому числі повертатися до традиційних і написань, і звучань.
але це питання більше самоорганізації. Я скажу, для нас воно актуальне, ми це усвідомлюємо і ми це будемо здійснювати, але я думаю, що воно просто стоїть на черзі. Дякую, Рифат Расулович. Следующий вопрос, он больше такого правового характера. Каковы перспективы защиты прав крымско-татарского народа в ООН? Кто готов ответить? Якщо можна, я просто почну, але хотів би, щоб більше говорили експерти і юристи. Ескандер знову підтвердить те, що я скажу. Ми сьогодні мали таку дружню дискусію з 4 послами, коли ми говорили про те, що майже все те, що ми намагаємося здійснити задля відновлення справедливості, воно на міжнародному рівні впирається на у двох організаціях о 2 правила. Якщо ми говоримо про ООН, це право вето на Раді безпеки, і Росія є постійним членом. Ми приводили приклад з рішенням Міжнародного суду ООН від квітня 2017 року, проміжне рішення, але там Росія зобов'язується негайно відмінити заборону на діяльність Меджлісу щодо відкриття українських шкіл, мови української і так далі. Але знаємо, що Росія це не виконує. Отже, право вето в ООН і принцип консенсусу в ОБСЄ. І для того, тобто ми будемо далі, і ми це робимо, продовжувати захищати права. І Україна це робить як держава, мені здається, можливо, інші експерти скажуть друге, але дуже часто ця боротьба, вона спирається на необхідність кардинального реформування міжнародних організацій, зокрема ООН і ОБСЄ. Салам Рифат ага. Пожалуйста, профессор Бабин. Если мы возьмем ситуацию с ООН, действительно можно говорить о ряде резолюций Генассамблеи. В Генассамблее нет, слава богу, права вето одной страны. Эти резолюции нами с нашими партнерами ежегодно лоббируются, они принимаются. Там крымско-татарский вопрос в целом поднимается. Поднимается вопрос этнической дискриминации. Конечно, хотелось бы, чтобы там еще упоминалось и слово «геноцид». Не уверен, что это удастся сделать в решении резолюции Генассамблеи, однако ничто не мешает делать на ООНовских площадках соответствующее заявление, ссылкой на профильную конвенцию, годовщинам депортации, любым другим вопросам, связанным с ущемлением нынешних прав крымских татар в Крыму. То есть здесь мяч за национальными делегациями, мяч за экспертами, которые участвуют в деятельности ООН. Также действительно, возможно, будет решение Международного суда ООН по иску о расовой дискриминации, поскольку уже есть промежуточное решение о признании иска приемлемым. Здесь у Украины очень маленький шанс проиграть. Конечно, он возрастает, учитывая нынешнюю политику примиренчества, да, с Российской Федерацией, но единственный шанс для нас проиграть сегодня это просто отказаться от этого производства. В любом ином случае там будет решение, оно будет описывать нарушение конвенции, оно будет неоспоримым подспорьем для дальнейшей работы, в том числе и в национальной юрисдикции. Спасибо. Спасибо. Тут немає дискусії, я просто уточнення, Ескандер. Дозвольте, бо щоб я хочу нас всі правильно розуміли, тут немає дискусії з паном Борисом. Це те, що стосується на тих формах прийняття рішення, де є більшістю голосуванням, у нас немає проблем ані на Генеральній асамблеї, ані на ОБСЄ, чи дуже часто на Раді Європи. Але є рішення, коли мають прийматися органами, які зобов'язують до виконання. Це є Рада безпеки ООН, і там є голос постійного члена Росії, а там потрібно право, і вони використовують право вето. І є, якщо я не помиляюсь, Рада міністрів ОБСЄ, чи комітет міністрів, де представлений міністром іностранних справ. І там Росія завжди голосує проти, коли мова йде про Крим, Україну, Пожалуйста, Оливер. Если говорить об ООН, то в системе ООН 3 таких механизмов, которые связаны напрямую с коренными народами. Это постоянный форум, это экспертный механизм, о чем также Борис Бабин говорил, и также специальный докладчик по правам коренных народов. И здесь один такой новый фактор, о чем, наверное, стоит думать, это то, что в марте этого года на эту должность поступил новый спецдокладчик, это
Хозе Франциско Кали, он майя из Гватемалы, очень опытный правозащитник, активист, дипломат. Так что, наверное, есть новая возможность со стороны Украины, это именно пригласить, например, нового спецдокладчика в Украину, в Крым, с целью лучше понимать характер правонарушений против крымских татар. Спасибо, Оливер. Я хочу добавить, с бывшим спецдокладчиком мы неоднократно обращались, в том числе в этом плане нам помогал МИД на самом деле Украины, и мы даже делали официальное приглашение. Мы неоднократно и с Борисом Бабиным встречались, с госпожой Тали Корпус, но, к сожалению, она так и не смогла провести страновой визит в Украину. Кроме того, еще один механизм, который нам очень важен, я думаю, у нас просто очень мало времени, мы будем отдельно посвящать этим темам нашей дискуссии, это экспертиза украинского законодательства в реализации коллективного права крымско-татарского народа, в частности, когда мы говорим о законе о коренных народов. И как раз таки вот в этом плане, конечно, без украинского государства, без официального МИДа мы не можем пригласить экспертный механизм, несмотря на то, что в этом направлении есть четкая позиция Меджлиса крымско-татарского народа. Но при всем том этот процесс идет, мы не видим прямого какого-то противодействия со стороны украинских властей, но нам нужно активизировать, чтобы мы в этом направлении работали. Я думаю, мы эти темы будем поднимать и приглашать специалистов непосредственно с Министерства иностранных дел Украины, где будем обсуждать такие вопросы. Дело в том, что наше время уже подходит к концу, но тут есть еще вопросы, поэтому я попрошу более кратко, и у нас есть возможность чуть-чуть продлить время, и я думаю, пока есть интерес у людей, мы пока продлим, с вашего позволения, на буквально минут на 10-15, если вы согласны. Итак, тут я видел, Александр Николаевич поднимал руку по этому же вопросу, да, Александр Николаевич? Буквально полминутки. Еще просто добавлю ко всему прочему о том, что гражданским обществом и НГО, неправительственными организациями готовится тоже очень много материалов, которые так или иначе найдут свое отражение в универсальном периодическом обзоре по правам человека Украины. Они касаться будут и крымских татар и других вопросов. И существует же еще механизм индивидуальных заявлений в органы ООН, но он на сегодняшний момент, наверное, не будет таким эффективным, поскольку резолюции по этим комитетам не являются обязательными, поэтому все-таки большинство индивидуальных обращений направляется не в комитет по правам человека, например, не в комитет по противодействию насильственным исчезновениям, а все-таки в Европейский суд по правам человека, решения которого будут иметь и компенсационный характер, и будут обязательными к исполнению. Спасибо, Александр Николаевич. Я здесь хочу зачитать вопрос очень интересный. Я думаю, он касается непосредственно расследования и такого очень юридического характера, на мой взгляд. Какие имеются различия в расследовании и рассмотрении судом дела о геноциде 1944 года? Наверное, Александр Николаевич, больше в ваш адрес этот вопрос. Я уже останавливался на основном аспекте, это изменение процессуального законодательства, которое привело к различным формам окончания досудебного расследования. Вопрос рассмотрения дела о Голодоморе, он, конечно, был довольно на высоком уровне проведен. И постановление, которое принял суд, Киевский апелляционный по данному вопросу, закрывая материал с обвинительным заключением в отношении умерших лиц, признав их виновными и прекратив, соответственно, уголовное дело, но это было решение суда. И в этом решении суда расписан и механизм с точки зрения международного права, и с точки зрения интересов общества, и с точки зрения применения конвенции о геноциде. Фактически это является основополагающим решением по правовой практике и для расследования текущего дела. Проблема отличия, все остальное также. Доказательства исследовал суд, и суд принимал решение. Проблема, которую я озвучил, о том, что изменение процессуального законодательства в 2012 году привело к тому, что в отношении умершего лица, которому объявлено подозрение, решение обязан принять прокурор о закрытии уголовного дела. И здесь у нас,
Криминально-процессуальный кодекс вот на сегодняшний момент вступает в конфликт фактически с конвенцией о геноциде. Поскольку как я уже еще раз повторюсь, останавливался на этом вопросе, с точки зрения, поскольку мы говорим о нарушении конвенции, и мы говорим о привлечении лица за нарушение норм против человечности и всего остального, то есть геноцида, то необходимо и выполнение требований конвенции. И она обязывает признать лицо виновным в геноциде только решением компетентного суда. И для того, чтобы данную правовую проблему устранить, на самом деле механизм существует. Уголовно-процессуальный кодекс, в отличие от старого, современный, он уже дает более широкую свободу для применения процессуального права. Это не является таким очень жестким инструментом. Если не прописано в кодексе, то нельзя. На сегодняшний момент существует универсальная статья, по-моему, 6-я часть, статья 6, пункт 9, которая предусматривает, что если какие-то вопросы не определены криминально-уголовно-процессуальным кодексом, то применяется общее положение уголовного процесса. Те, которые основаны как раз на нормах международного права, и в том числе и те, которые предусматривают признание лица виновным исключительно судом. Поэтому здесь нужно только для завершения досудебного расследования в той форме, о которой мы говорим, вынесение судебного решения, на самом деле необходимо, скажем так, определенная уверенность прокуратуры и желание именно действовать таким способом. То есть составить обвинительный акт и применить нормы, в том числе и международного и национального права, и применить их не в противоречии с друг другом. И будет решение. Вот Борис как раз меня добавит по этому вопросу. Борис? Да, все верно сказано. Мы здесь имеем разницу в том, что на сегодня формально завершить решением суда производство по умершим лицам невозможно. Из этого на сегодня имеем два выхода. Первый – это производство по еще живым соучастникам, что можно как в выделении отдельных производств, так и в общем деле. Здесь, повторюсь, было бы желание. Кстати, вот отсутствие этих производств, оно как раз и позволяет нам говорить о нарушении Украиной как государством конвенции. Фактически можно говорить о том, что органы расследования уклоняются от надлежащего расследования исключительно для того, чтобы не изобличать еще живых лиц, естественно, большинство из которых являются заслуженными ветеранами, соответственно, КГБ, СБУ, партноменклатуры, соответственно, родственниками и нынешней, и предыдущей властей. То есть мы можем тут и в целом для международных инстанций выводить основания умысла государства уклоняться от надлежащего расследования. Это очень важно, например, в делах индивидов в том же Европейском суде, либо в иных инстанциях. Если же мы говорим все же об умерших лицах, причастных к геноциду, то помимо действительно правильно, как сказал господин Александр, применения общих норм и процесса и международного права, можно также использовать механизмы процессуальных обжалований. Если, например, прокурор закрывает дело, ничто не мешает представителям потерпевших обжаловать это в судебном порядке, и хотя этот процесс будет достаточно процессуальным, это будет некое судебное решение, где в описательной мотивировочной части слово геноцид и соответствующий анализ квалификации никто не запрещает сделать судье. Точно так же, как ничто не запрещает сделать судье таковой анализ в иных решениях. Ну вот, например, у нас были кейсы, которые сейчас в Европейском суде, когда прокуратура отказывала лицам в их признании потерпевшими по данному делу, они обжаловали это в суде, а сейчас обжалуют это в Страсбурге. То есть там, естественно, никто не мешает национальному суду или европейским судьям тоже углубиться в формальная составляющая дела, поскольку для признания лица потерпевшим необходимо хотя бы минимально анализировать состав преступления и вероятность неправомерных последствий для этого лица. Повторюсь, здесь все же я не оптимист вообще по жизни, да, но я здесь вижу несколько вариантов, как развитие событий, когда мы будем продолжать нынешнюю ситуацию уклонения государства Украины от надлежащего расследования, либо когда все же государство Украины примет волевое решение привести данное расследование к некому завершающему финалу. Спасибо. Спасибо, Борис. Конечно, у нас появляется все больше и больше новых вопросов для дискуссии, но, к сожалению, время тоже не резиновое, и поэтому мы должны соблюдать наш регламент.
Я хочу тут прочитать, ну, я думаю, это будет короткий ответ на это. Видать, тут со Средней Азии крымские татарины и Мустафа Амир Русиинов написал. У меня два вопроса. Какие были основные причины депортации крымско-татарского народа? Существует ли рабочая группа по воссозданию исторического сведения о крымских татарах на местах депортации, то есть в Средней Азии? Спасибо. Коротко, кто может прокомментировать или ответить? Так, тогда я вижу Борис и Гульнара Ханум. Ну, я немножко знаю автора вопроса, да, я знаю, что он историк, и поэтому я немного удивлена, что Мустафа Бей, в общем-то, будучи человеком, который преподает историю, задает такой вопрос. У нас есть поводы, которые были сформулированы в постановлении чрезвычайного органа власти о крымских татарах от 11 мая 1944 года, и там поводы сформулированы, а причина такая же, как у представителей других десятков наказанных, депортированных этносов. Это преступная, тоталитарная сталинская политика. И это действительно сегодня уже достоверно и доказано множеством фактов. И Мустафа Бей, я думаю, что как молодой историк должен все-таки отделять поводы от причин, тем более, что мы сейчас живем в 21 веке, у нас очень много документов, и в том числе и документы, которые связаны с жизнедеятельностью крымских татар в местах изгнания, то бишь, прежде всего, в Узбекистане. Касательно второго вопроса, я не могу ничего ответить, но я, Искандер Бей, я хочу задать встречный вопрос вам. Я хочу понять, у нас все-таки не было в эфире представителя прокуратуры. Смотрите, да, насколько мы получили информацию. Во-первых, у нас среди участников есть представитель прокуратуры Виталий Родионов, но его спектр несколько другой, современный спектр, что касается связи с ситуацией в Крыму, расследования. Что касается расследования депортации, насколько мы получили информацию, вот нам отписались, что Трофим Луговой, он не смог соединиться с нами, поэтому, к сожалению, мы хотели бы больше узнать от Трофима Лугового, потому что здесь еще очень много очень интересных вопросов, которые мы будем еще снова поднимать. Это и почему на материке не воссоздан Совет представителей крымско-татарского народа, как заставить исполнить закон о депортированных 2014 года, какое значение для правовой науки имеет дело о геноциде 1944 года. Но, к сожалению, мы на все не успеваем ответить. Я, как обещал господину Бабину, маленькую реплику по вопросу предыдущему и предоставлю каждому нашему участнику по 2 минуты, чтобы мы сделали резюмировали нашу сегодняшнюю беседу. Но, во всяком случае, у нас появляется новая возможность для того, чтобы новые вопросы, чтобы мы все-таки возвращались к темам Крымского дискуссионного клуба. Итак, Борис Бабин, пожалуйста. Касательно причин, очень кратко. У нас есть конвенция о геноциде, и умысел советской власти абсолютно охватывается описанием преступления, а именно уничтожение полностью либо частично соответствующей национальной группы. Это, да, к сожалению, не единственный геноцид, совершенный советской властью, но именно цель, полегающая в уничтожении группы как самобытного общности, в частности, через физическое уничтожение, либо ассимиляцию, либо иные методы, описанные в Конвенции, это и есть безусловная цель депортации. Здесь, как бы, к сожалению, мы не имеем еще решения суда, но мы уже имеем политико-правовую квалификацию, думаю, здесь вопрос закрыт. Касательно Средней Азии или Центральной Азии, здесь мы имеем официальную позицию прокуратуры о том, что якобы эти государства отказываются сотрудничать. Здесь есть доля правды, поскольку если формально относиться к этому вопросу, действительно никто по такому болезненному основанию сотрудничать не станет, но тем не менее хотелось бы упомянуть, что эти государства все, они также ратифицировали конвенцию о геноциде, причем без оговорок, то есть в данном случае Украине достаточно было бы при желании, имеющей политической воли, просто поднять на уровне обсуждения
где-то 3 словами в ноте вопрос о переносе данных дискуссий в Международный суд ООН, я думаю, что и Узбекистан, и все остальные государства немедленно бы выдали всю необходимую информацию. Конечно же, я понимаю особенность гражданского общества в этих странах, и здесь, к сожалению, мы не можем действительно полагаться на широкий спектр нынешней деятельности, но в 90-е годы, насколько я знаю, там тоже собирались материалы, они отражены в научных публикациях, они отражены и в архивах, здесь достаточно просто политической воли государства. Спасибо. Спасибо, господин Бабин. У нас буквально, мы вот так уже перебрали время, и я хотел бы, чтобы мы все-таки резюмировали, и в своих резюме по 1,5 минуты каждому спикеру я даю, чтобы мы в своем резюмировании дали какие-то рекомендации как для общественности, так и для органов государственной власти. Пожалуйста, Рифат ага. 1,5 минуты. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за такой интересный вебинар. Особенно хочу поблагодарить тех, кого мы не видим, Искандер, там молодых ребят, твою команду, которая готовит. Спасибо вам большое. Еще раз хочу обратить ваше внимание на актуальность этих вопросов. Не просто как обращение к состоявшемуся преступлению, а как преступлению, которое продолжается. Мы говорили о том, что постановлением Верховной Рады Украины дана оценка правовая тому, что происходит в оккупированном Крыму, что это этноцид. Буквально пока мы говорили, я получил из Крыма, оно размещено буквально минуты на Фейсбуке, Нариман Джелялов, заместитель председателя Меджлиса крымского народа, получает сегодня выписанное от прокуратуры Республики Крым предостережение о недопустимости нарушений законов. Говорится о том, что Нариман, оказывается, по имеющейся информации, один из организаторов мероприятий 18 мая, они здесь называют это Дня памяти жертв депортации из Крыма. Очень много приводится законов, которые этому должны воспрепятствовать, и начиная от невозможности использовать символы и атрибутику экстремистских организаций, и пандемию коронавируса, и многое такое. И в конце Нариман предупреждается о том, что он будет нести в случае невыполнения этого всего ответственность. Я это говорю к тому, чтобы все теперь представьте, что происходило несколько дней назад в Крыму. Победобесие. Все эти места поклонения, связанные с событиями Второй мировой войны, но выстроенные в идеологическом духе. Никаких предостережений ни для кого не было. И многие люди, которые по формальным законам не могли там быть, но поскольку старше 65 лет, они должны сидеть дома, они там были. А в отношении крымстатар здесь все выписывается и запрещается. Поэтому продолжаем нашу работу. Я действительно продолжу то, о чем я говорила, и с чего, собственно говоря, я и начала. Для нас, историков, уже нет вопросов о том, являлась ли депортация геноцидом, и поэтому я, в общем-то, настоятельно прошу представителей прокуратуры Автономной Республики Крым принять участие, может быть, для них специальный семинар организовать, чтобы они, во-первых, отчитались о работе, потому что мы предоставили им много документов. У них действительно была довольно напряженная работа, которая прервалась, по моим представлениям, год назад. И это было связано тоже, с некоторой такой переориентацией сугубо политического свойства. Я знаю, что Гюндуз Мамедов имел такое хорошее намерение довести это дело до завершения. Сейчас Гюндузбей, заместитель генерального прокурора, так сказать, ему дай бог здоровья, но дело остановилось, понимаете, и давайте уже, либо мы определимся, проводим ли мы это расследование, либо, сейчас все это выглядит как-то немножко даже неприлично, а в свете того, что действительно каждый день уходят старики, которые давали интервью, свидетельствовали об этом, зачем-то ездили, да, велось расследование. Сейчас все это остановилось. Я, как историк, который все, что мог, уже предоставил, я тоже хочу задать вопрос прокуратуре, СБУ. Может быть, хватит нас, крымских татар, уже футболять. Вот понимаете, мы живем в правовом государстве, в демократическом, и мы имеем право задать вопрос руководителям государства, сколько можно вот наших стариков вот так, косвенно, да, но все равно, оскорблять, да, вот этим самым, вот этой волокитой. Только 5 лет ведется расследование, а оно ведь начиналось при Ющенко. Я
не говорила об этом, в 2009 году. Потом оно остановилось при Януковиче. Ну, какая-то должна быть преемственность у власти украинской. Понимаете? Вот. И поэтому я, в общем, разочарована позицией прокуратуры Автономной Республики Крым, и я надеюсь, что они найдут возможность отчитаться о своей работе, и мы все-таки при нашей жизни, вот участников этого вебинара, все-таки случится вот это самое судебное решение. Я очень на это рассчитываю. Спасибо, Гульнара Ханум. Здесь как раз оказывается, в это время проходит в офисе генерального прокурора заслушивание дела по геноциду. Но мы официально же писали письмо для участия и согласовывали. Поэтому, конечно, для меня тоже не совсем понятно. Но будем надеяться на какие-то обстоятельства. Но при всем том, конечно, хотелось бы, чтобы более предметно шли эти процессы. А сейчас я хочу предоставить слово нашему другу Оливеру Лодо. Спасибо. Ну, к заключению, как я раньше говорил, по-моему, одно слабое звено в общем процессе сопротивления оккупации – это недостаточное понимание украинского общества, особенно историческом, а также о будущем значении крымско-татарского фактора в процессе деоккупации. И, наверное, это также включает недостаточное понимание и знание о геноциде крымско-татарского народа. Хотя, как я понимаю, на государственном уровне Украина считает это геноцидом, но также кажется, что это знание, может быть, еще не дошло к обществу целиком. И, наверное, здесь сегодня очень много шла речь о правовых аспектах, но, наверное, здесь также очень важный вопрос политики памяти Украины, политики истории, политики памяти. Вообще, в чем является политика памяти Украины и какую роль в этом играет память о крымско-татарской истории и крымско-татарского народа. И, наверное, здесь один такой рычаг, который смог бы влиять на вот эти более, скажем, общественные настроения внутри Украины, так, чтобы в будущем и поддержка, например, к статусу будущего Крыма как крымско-татарской национальной автономии был бы выше. То есть я считаю, что эти настроения в украинском обществе о будущем Крыму связаны с знанием и понятием истории крымско-татарского народа. Спасибо. Спасибо, господин Лода. Сейчас предоставляю слово господину Поздняку. Ну, хочу просто еще раз обратить внимание, что само вот это уголовное производство, которое мы сейчас ведем речь, было зарегистрировано как уголовное производство и внесено в ЕРДР 9 декабря 2015 года. То есть расследование уже происходит 4,5 года. Достаточно ли 4,5 года было для того, чтобы завершить его? Ну, наше мнение, как лиц, изучавших данное дело и имеющих к нему отношение, мы считаем, что да, этого было бы достаточно. В том числе и с применением тех и необходимостью применения тех международно-правовых рычагов, о которых говорил вот Борис, здорово очень обращая на это внимание. И об этом, это не вопрос сегодняшнего дня, ведь об этом неоднократно уже заявлялось много раз, обо всех этих рычагах. Да, будет дело сегодня заслушано, да, будут приняты какие-то дальнейшие решения. Но у нас, как у юристов и правозащитников, уже на сегодняшний момент возникают и новые задачи. А новые задачи заключаются в том, что лица, которые являются на сегодняшний момент реальными потерпевшими по данному делу, это живые люди, которые перенесли геноцид, и фактически они претерпели угрозу своей жизни, или у них умерли ближайшие родственники и так далее. Эти лица являются реальными потерпевшими. Они уже сегодня имеют право на обращение с индивидуальными заявлениями в тот же Европейский суд, и указывая ответчикам у них по делу, будет уже государство Украина, которое не осуществляет надлежащего расследования, это уже прямое нарушение статьи 2 в процессуальном аспекте.
И это очень серьезный вопрос. И, к сожалению, мы уже вынуждены заниматься данной работой. И мы ее не скрываем, что таким образом мы вынуждаем государство проводить это расследование эффективное. Потому что если 2 года назад у нас было понимание того, что дело вот-вот-вот-вот будет завершено, и неважно в какой процессуальной форме, мы уже обсуждали эти вопросы, возможно и в такой, возможно через результат обжалования, возможно разные формы. Но на сегодняшний момент мы вынуждены искать уже другие рычаги для того, чтобы государство работало в этом направлении. Это компетентные органы в компетентном государстве, и они занимаются вопросом не просто применения там, права или расследования какого-то вопроса. Да, это большое историческое, политическое дело, которое имеет очень важное значение для развития государства, а не просто для защиты прав, например, даже отдельно взятых лиц или группы лиц в том числе. Но это дело имеет значение в целом для развития государственности, и его необходимо доводить до конца. Спасибо большое, Александр Николаевич. Ну и Борис Бабин. Буду краток. Действительно, у меня лично, в отличие от Гульнары Ханум, нет никаких вопросов ни к руководству прокуратуры РК, ни к заместителю генерального прокурора. Там вопросы могут возникать к ним только у военных контрразведчиков на самом деле. Если мы же говорим о наших задачах, здесь мы должны признать презумпцию, повторюсь, того, что на сегодня государство не имеет политики и воли проводить качественное расследование. В лучшем случае мы услышим об очередной имитации, да, каких-то очередных безумных экспертизах, которые еще будут вестись годами. Поэтому здесь действительно, как уже правильно говорил Александр, нужно концентрироваться на делах отдельных потерпевших. Это требует огромных, к сожалению, трудозатрат, поскольку дело большое. Для Европейского суда действительно важна и процессуальная составляющая части статьи 2 Конвенции, а также статья 6, повторюсь, статья 18, поскольку дело политическое. Для этого необходимо проводить необходимые инициативные следствия, инициировать хотя бы те следственные действия, которых не проведено до сих пор. Для этого нужна активная позиция десятков адвокатов, не боюсь этого слова, поскольку потерпевших достаточно много и исков будет много. Поэтому для структур гражданского общества сегодня важно аккумулирование средств и организационных возможностей для того, чтобы защитники потерпевших в этих производстве смогли пройти вот эти уже, к сожалению, формальные внутриукраинские этапы, формальные, к сожалению, внутриукраинские обжалования, с тем, чтобы положить на стол Страсбурга, Женевы, а возможно и Нью-Йорка в ООН соответствующие документы для принятия международными судами решений, да, к сожалению, в первую очередь против Украины, а также против Российской Федерации, как правопреемника государства, которое начало совершать данные злодеяния. Спасибо. К сожалению, мы и так перебрали время, наше время подошло. Я единственное хочу уже от имени организаторов сказать о том, что действительно, я думаю, многие активные участники в социальных сетях видели, что буквально на днях в Крыму подняли портрет Сталина. Я думаю, как раз-таки расследование и судебное решение, и когда реально те преступники, которые совершали преступления в 1944 году и в 70-е, 80-е годы в отношении крымско-татарского народа, пока не сядут на скамью подсудимых, так и будет продолжаться, что будет летать Сталин над головами тех людей, которые стали жертвами тех процессов. И до сих пор рана не зажила. И поэтому, завершая сегодняшний наш дискуссионный клуб, 13-ю сессию, мы однозначно будем возвращаться к этому вопросу, будем системно работать над этим вопросом. И, соответственно, мы все-таки, я оптимист, возможно, в отличие от Бабина, но я хочу, чтобы и стремлюсь к тому, что все равно, и надеюсь, что все будет хорошо, и все-таки те люди, которые непосредственно были депортированы, увидят то судебное решение и будут понимать, что именно юридическим путем принято решение и о том, что это был геноцид. А сейчас я хочу со всеми попрощаться, поблагодарить всех участников. Вопросы, на которые мы не успели ответить, я думаю, мы в письменной форме ответим или вынесем на другую нашу сессию. Всем большое спасибо. И еще раз хочу напомнить, что на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра вы сможете увидеть записи, работу данной сессии. Всем большое спасибо, до свидания.